советтик армиянын катарынан милдетимди өтөп келгенден кийин Службу в органах милиции я начал в 1973 году после службы в армии. Начинал инспектором дорожного надзора ОГАИ Киргизской ССР. Потом работал в милиции на разных должностях. Был начальником УВД двух больших областей – Ошской и Чуйской. Далее в начале нулевых меня назначили министром внутренних дел. Потом служил народу в качестве депутата парламента. Отмечу, что в бытность депутатом инициировал законопроекты по защите наших граждан от экстремизма и терроризма. ностальгия бар үчүн ушундай эски машинаны эстеп айдап. Эта милицейская копейка мне очень знакома и дорога. На ней я днем и ночью патрулировал район, разыскивая преступников. Во время службы были разные моменты, часто опасные для жизни. Но, как говорится, наша профессия опасна и трудна. Нашей милиции исполняется 100 лет. За эти годы мы пережили многое. Пользуясь моментом, хотелось бы пожелать сотрудникам милиции твердости и принципиальности в профессии. Вы на страже общественного порядка в стране. Мен айтайын дегеним, Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп айткым келет. Мына техник жактан, байланыш жактан, бул жашоо шарты боюнча. Благо, что сегодня у сотрудников внутренних дел есть все: интернет, современные машины и оборудование. Конечно, в наши годы тоже были машины, но не было такой спецтехники. Посмотрите сами, сегодня преступника можно поймать за считанные минуты при помощи камер, видеонаблюдения и так далее. В наше время такого не было, искать было трудно. Но надо признать, что преступность тоже не стоит на месте и совершенствуется с каждым днем. Мы должны быть готовы ко всему. Аралашып кетпей, таза иштесин деген ниетим бар. Я когда работал следователем, вот точно на таких пишущих машинках мы печатали, обвинения предъявляли и допрашивали. Вот, использовали вот таким телефоном в то время. И так, вот здесь я вижу мои многие коллеги, вот вижу я, вот Суталин Абдиев Гасанкулович, так, он был моим первым министром внутренних дел. От его рук я получал многие награды. Чиновек Али, вот, который при мне он работал начальником главного управления оргпреступности. Он умер из рук преступников. Ему потом получил посмертно генерал-майор. Ну, хороший, достойный человек был он. У меня 4 детей, они все взрослые, самостоятельные. Вот как вы видите, вот фотографии, вот. У меня 8 внуков, из них так 4 учатся за границей, то есть в Америке, в Англии учатся, остальные все школьные возрасты. И по моим стопам из них пока никто изъявил желание. Я пожелаю нашим молодым сотрудникам, чтобы они работали честно и добросовестно. Народ на них опирается, народ надеется. Вот поэтому, я думаю, есть среди наших сотрудников очень достойные, хорошие, образованные сотрудники.